На совещании акцент был сделан на исполнение собственной доходной части бюджета, а на 1 октября республиканский бюджет по доходам исполнен на 65,6% годового плана. Исполнение госбюджета за 9 месяцев составило 88%. Основная доля выпадения у нас идет, тенденция, к сожалению, сохраняется, это по таможенным платежам. Есть выпадение по прочим доходам, администрируемым различными органами государственной власти, ну и исполнение по части финансовой помощи, а именно по инвестиционной программе. Значит, за 9 месяцев у нас по инвестпрограмме поступило всего 495 миллионов рублей из запланированных 1 миллиарда 620 миллионов, что является очень низким показателем. Отчет за 9 месяцев по налоговым платежам предоставил министр по налогам и сборам Даур Курмази. За указанный период текущего года при плане 1 миллиард 900 миллионов рублей поступление составило 1 миллиард 819 миллионов рублей. Недопоступило в бюджет 80 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом динамика роста достаточно положительная. В целом могу сказать, что у нас невыполнение плана по 4 районам – это Гагра минус 125 миллионов, Гулрывш минус 2,2, Ачимчира минус 32 и Творчал минус 3,9. И положительные показатели по городу Сухум плюс 35,9, Гудаута плюс 7,1, Сухумский район плюс 39,5 и Гал плюс 0,2. Общий контингент дал в итоге отрицательный результат 80 миллионов. Говорить о том, что можно сделать определенный вывод о снижении объемов налоговых поступлений по итогам года, на мой взгляд, немножко рано. Потому что у нас сейчас идет сдача, практически завершена сдача отчетности по итогам 9 месяцев. И учитывая, что у нас вторая половина курортного сезона все-таки была положительная, то мы ожидаем определенного прироста. И в ноябре месяце мы сможем точно говорить о предварительных результатах. Но есть основания полагать, что за исключением Ачимчирского района, в частности, в том числе и по Гагре, и по городу Сухум, и по Гудаускому району, есть основания полагать, что динамика должна быть положительная. Премьер-министр Валерий Бганба заявил, что реальной картины движения подакцизных товаров нет. Из-за контрабанды страдают отчеты по торговле, и по этим вопросам необходимо принимать меры. Главу правительства также интересовал вопрос, по какой причине по всем показателям в производстве большие убытки. В Сухумском районе, к примеру, как сказал премьер-министр, большая часть предприятий ушла в минус, но при этом они продолжают работать, не объявив себя банкротами. Они просто закроются и уйдут домой, но они работают, они существуют. Значит, немножко не так ведется бухгалтерия, а мы не можем это проверить. А БЭП кто у нас с АБЭП? Ну, за все эти годы хоть одно есть экономическое преступление, которое мы довели до конца, и кого-то наказали, или что-то сделали, вернули государству какие-то деньги, увеличили поступление в бюджет. Что касается индикативного плана, то его показатели составили 101%, сообщил министр экономики Атгур Ардзымба. На наш взгляд, идет определенного рода манипуляция, а именно манипуляция в части налога на прибыль. Вот данные вот здесь передо мной, если взять показатели годовые 2017 года, полгода 2018 года, то у нас в стране прибыльных предприятий, то есть тех предприятий, которые показывают прибыль, всего 34% по году 2017. Если полгода 2018, то всего 29%. Это для сравнения, вот в Российской Федерации там 19% показали убытки, все компании, это был 2017 год, и это, коллеги, было серьезное, там шум по этому поводу подняли, это нонсенс был. А в нашей стране, к сожалению, если взять даже ретроспективу за прошлый период, она примерно вот такая ситуация. Что касается отчета Государственного таможенного комитета, выполнение составляет 94%. При плане 1 миллиард 353 миллиона. То есть за 9 месяцев в бюджет поступил 1 миллиард 223,5 миллиона рублей. Недополучено 129 миллионов 800 тысяч рублей. Хорошая ситуация, скажем, по таким платежам, как таможенная пошлина. Там практически у нас 100-103% и по экспорту, и по импорту. По таможенному сбору практически такая ситуация. По акцизу у нас при плане 101,3 миллиона рублей,
фактически поступило 86 миллионов рублей. План выполнен на 75,5%. Премьер-министр Валерий Бганба поручил профильным ведомствам определить состав затрат, провести анализ и соответствующие проверки. При этом глава правительства отметил, что бюджет должен быть выполнен. Как подчеркнул Валерий Бганба, законодательная база должна быть приведена в соответствие, так как от ее состояния во многом зависит поступление в бюджет. Рената Шакай, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.